Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан. Движение – это неотъемлемая часть жизни человека. Одна из важнейших функций организма, которая осуществляется за счет работы опорно-двигательного аппарата. Нарушение его функционирования может иметь необратимые последствия. Поэтому так важно вовремя обратиться к специализированному врачу-ортопеду, который занимается заболеваниями опорно-двигательной системы, исходя из индивидуальных особенностей пациента. И сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи, заслуженный врач Российской Федерации Анатолий Комиссаров. Добрый вечер, Анатолий Николаевич. Добрый вечер, Иван Петрович. Давайте немножко поговорим о том, чем занимается ортопед. Потому что многие есть, хоть и общее название травматолог, ортопед, но все-таки выделяют отдельные направления. Ну, во-первых, хочу сказать, что специализация травматолог-ортопед – это все травматологи, ортопеды, которые занимаются, у всех специализация идет как травматолог-ортопед. Нет такой специализации. Чисто травматолог, чисто ортопед. Поэтому у нас в Республиканской больнице два отделения. Отделение ортопедии, травматологии и отделение травматологическое. Работают специалисты, ортопеды, травматологи. В данном случае в отделении травматологии в основном специалисты занимаются чисто экстренной срочной травмой. В то же время они могут и выполняют часть операций ортопедических, а в ортопедическом отделении в основном превалирующе проводится лечение оперативное всех ортопедических патологий. Это деформации конечностей, деформации позвоночника, скажем, да, и всякие разные эти мышечные, сухожильные, суставные патологии. И в то же время отделение ортопедическое может принимать и экстренных пациентов при острой травме, например, эндопротезирование, то же самое. Но в травматологическом отделении эндопротезирование в основном проводится там же. Но бывает так, что через определенное время, в ближайшие сроки, иногда пациенты попадают и в ортопедическое отделение. Там проводится эндопротезирование сустава, тем самым пациенту улучшается качество жизни, он уже поднимается и начинает спокойно жить полной жизнью, скажем так. Сейчас очень много проблем с осанкой. Сидим так, телефоны, так, стулья неудобные, сидячая работа, отсутствие спорта все-таки наверняка приводит к проблемам в последующем здоровье спины. И люди обращаются не только к неврологу, но и к ортопеду. Какие бы вы могли бы дать советы? В основном, видите как, деформации позвоночника есть понятие такое нарушение осанки, и в дальнейшем, если это нарушение осанки вовремя не распознать и не лечить в детском возрасте, она переходит в более такую грубую стадию. Начинается сколиотическая деформация позвоночника. Но нарушения осанки бывают разные. Они бывают и плоская спина, например, или горб такой, сутулость, скажем, да, или поясничные и нарушение поясничного изгиба. Из-за этого нарушения осанки в основном происходит нарушение и внутренних органов. Дыхательная система, все такое. Как они появляются? Это начиная с детского возраста, в основном с детского садика, из дома, со школы. Это, например, стул и стол, например, да? Высота стула, стола должна соответствовать. В детских садиках они соответствующе меньше, в начальных классах они тоже, сейчас придерживаются как-то. Раньше, в мое время, когда я в школу пошел, там были лавочки. И лавочки такие. Да, и с крылашками, с чернильницами. Они все разрабатывали в Советском Союзе до Института гигиены. И очень влияет на нарушение осанки освещения.
если освещение плохое, там специально в школах есть даже вот такие вот самые критерии. Освещение должно быть столько-столько, да? И вот если освещение плохое, то ребенок вынужден наклоняться, чтобы посмотреть хорошо, ну, не самопроизвольно. При этом нарушается осанка. Если постоянно ребенок сидит как-то сутулится, то это проблема. Но нарушение осанки можно лечить. Можно исправить это путем лечебной физкультуры, путем вот этих вот. В основном родители должны обратиться к ортопедам детским, и они им посоветуют, как вести такого ребенка. А остеопороз, сколиоз, сколиотическая деформация, это уже более такое грубое понятие. Тут уже происходит искривление не только позвоночника, S-образное, Z-образное, но и прокрут позвоночника между собой в этом самом, в плоскости фронтальной. Происходит образование реберного горба. Ну, это уже вторая стадия процесса. Ну, в начальной стадии можно еще детей уловить на этом моменте. Они часто иногда обращаются, жалуются дети, что вот во время, когда вот в школе сидят, у них начинающий реберный горб, он давит о спинку стула, и они все жалуются. Ну, приходят к врачам и говорят: у меня спина болит. И раздевают, смотрят, там уже начинающийся реберный горб. Это уже ротационное смещение позвоночника идет, начинается. Помимо S-образного искривления, вот с этого момента ребенка надо взять на учет у ортопеда детского, ну и начинать лечение. Консервативное. Оперативное лечение — это уже в поздних стадиях проводится. Консервативное лечение подразумевает общение с родственниками, родителями. Родители должны следить за предписаниями врача. Дети-то, они не болит же все это дело. Они бегать хотят, прыгать хотят, хотят комфорта, хотят, чтобы ничего не мешало им. А им-то надо одевать корсет. Для исправления вот этого деформации одеваются специальные корсеты, лечебные корсеты. Они определенное время их одевают, определенное время их снимают. Детские ортопеды, травматологи все это родителям советуют. Есть специальный комплекс упражнений. Есть у нас, например, вот эти вот и центры реабилитации вот инвалидов неврологические. Есть по Каландрашвили, например, скажем, да? Есть. Ну, для детей. Есть, да, и для детей. Вот там упражнения, комплекс упражнений, водные процедуры. Детям таким очень показано бассейн, плавание. И в начальных стадиях его можно как-то остановить. И лечение у них проходит до тех пор, пока костная масса, вот этот, становление человека, уже, чтобы рост прекратился, это 22-25 лет человеку. Вот тогда уже можно остановиться лечение вот корсетами. Если к этому времени удержали на стадии первом, начала втором, оперативное лечение можно не проводить. Ну, вот как раз вы затронули немного детей, плоскостопие, история с плоскостопием. Как начинать, с чего? Ортопедические стельки, насколько они эффективны? Ну, плоскостопие понятие такое, видите, как. Это бывает плоскостопие при нарушении осанки тоже, при деформации позвоночника. Тут уже биомеханика движения нарушается, и рессорная функция стопы нарушается, уплощается стопа. У детей она тоже бывает. В подростковом периоде в основном его находят. В раннем детском возрасте у них у всех стопы плоские. Там уже не скажешь, что у него плоскостопие, хотя это видно визуально, что тут плоскостопие, но в данном случае это физиологическое. Оно потом исправляется, свод поперечный, продольный свод стопы формируется, и бывает нормально. А если нарушение свода стопы, продольного свода стопы, это уже нарушение
рессорной функции стопы, и в дальнейшем происходит и заболевание позвоночника, коленного сустава, тазобедренного сустава, потому что если рессорная функция нарушается, происходит в вышележащем суставе ударные вот эти вот воздействия, вот поэтому плоскостопие надо как-то профилактику делать, лечить. Ну, в основном одевают стельки, супинаторы при продольной плоскостопии. Есть такие специальные при поперечном плоскостопии стельки. Ну, одевают. И в основном не скажешь, что плоскостопие полностью излечивается, но посредством вот таких вот мер, профилактических, лечебных мер, можно остановить на одной стадии плоскостопия. Без ухудшения. Да, без ухудшения. А вот по поводу такого часто встречающегося состояния, как пяточная шпора. Вот что это такое и как с ним бороться? Ну, пяточная шпора, видите, как в народе бытует так, что это отложение солей, все такое. Но отчасти это что-то такое есть издалека. Но в основном пяточная шпора развивается при нарушении, при заболевании подошвенного апоневроза. Фасции подошвенной на стопе. Есть такое заболевание фасциит, подошвенный фасциит. То же самое бывает и на руке фасциит, ладонный фасциит. Вот. И при заболевании вот этого подошвенной фасции, подошвенном фасциите, происходит натяжение вот этой фасции, подошвенной фасции и дегенеративные изменения к месту прикрепления вот этой фасции к пятке, к пяточному бугру переднему. Ну и кажется, что как будто шпора. Да, к пяточному бугру, и в последующем там уже происходит разрастание костной ткани. Шипы растут. Его и называют пяточной шпорой. Они бывают маленького размера, бывают больших размеров, но сказать боли в стопе подошвенной поверхности из-за пяточной шпоры – это неправильно. Пяточная шпора иногда бывает при рентген-снимках стопы, например, при переломах тех же лодыжек или что-то, как рентген-находка. Большущая пяточная шпора, но, тем не менее, человек не замечает, и его это не беспокоит. Иногда бывают маленькие такие шипчики острые растут, а человек уже наступить на ногу не может. Основным симптомом вот этой вот самой пяточной шпоры и, скажем так, фасциита подошвенного, это острые сильные боли в области пятки. Люди не могут ходить, но когда утром в основном, когда расходятся немножко, но тут уже бывает некоторое улучшение. И люди начинают одевать стельки, есть специальные стельки при пяточных шпорах. Вот. Упражнения надо делать в основном для того, чтобы вот эти вот самые подошвенные фасциит пролечить. После родов нога стала на размер или даже на 1,5 больше. Может ли быть такое? Одним из факторов риска продольного поперечного плоскостопия является выжженная масса тела, большая масса тела. И иногда бывает так, что я и в практике вот вижу, вот женщина говорит, вот я пополнела после родов, все такое, да? И во время родов у них же, они же носят плод, у них нарушается физиология движения. И, соответственно, на стопе начинаются вот эти вот проблемы. Происходит поперечное плоскостопие, распластывание стопы. Из-за этого обувь, может быть, конечно, она уже другая станет на размер, на 2 больше. Ну, обратный возврат обратно возвратить это состояние можно, одевая стельки специальные при таких поперечных плоскостопиях, стельки, и упражнения, массажи, физиопроцедуры. Можно, конечно, все это восстановить, уменьшить массу тела, чтобы нагрузки меньше было.
таким образом, но не всегда. В основном у женщин бывает вот это вот самое вот поперечное уплощение, распластанность стопы с деформацией первого пальца стопы. Говорят, шишка, это вальгусная деформация первого пальца. В основном страдают женщины. Мужчины бывает, конечно, но редко. Ну вот где-то есть плюс от мужского пола, хоть что-то у нас не страдает. По поводу активного занятия спортом. Очень много сейчас люди занимаются бегом и днем, там, и утром, летом на стадионах, там, зимой у нас и в спортзалах. Сейчас благо дорожки есть соответствующие. Вот какую лучше всего обувь подбирать для того, чтобы заниматься бегом? Да, действительно, сейчас в последнее время очень много можно видеть на улице людей, которые бегают. В стадионах много людей занимается. Ну, в стадионах специальное покрытие, там можно бегать сколько угодно, скажем, да? Но мне вот вижу я людей, которые бегают на улице по асфальту, ну, по тротуару, асфальтировано же все, это твердая поверхность. Бегают. Ну, для того, чтобы не травмировать ногу, надо специальную обувь одевать. Есть специальные такие кроссовки или обувь специальная для бега. Бывают такие самые, ну, профессиональные, мы не будем трогать, там есть шипы, там всякие вот эти для профессионального бега. Обычные вот кроссовки, они сейчас выпускаются специально с подошвой, в котором имеется амортизирующее свойство. Амортизирующее свойство и супинаторы внутри под стельку. Эти супинаторы у некоторых кроссовок снимаются. Можно свой супинатор туда оставить, который вам привычнее, например, да? У вас уже, скажем так, доктора сказали, ортопед сказал, вот эту стельку вам надо одевать, поставить. Вот он может его одеть, снять и одевать. И вот эти вот самые специальная обувь, она предотвращает нарушение вообще патологию стопы, коленных суставов, тазобедренных позвоночников, вплоть до шейного позвонка. Если не подобрать нормальную обувь, просто взять кеды обычные или какую-то там простую кроссовку, не приспособленную, и бегать по асфальту километр 5 туда-обратно каждый день, вот тогда начинаются уже проблемы с суставами. Надо, конечно, подобрать для себя специальные вот эти. Там, наверное, в обувных магазинах спортивных консультанты хорошо объясняют, но можно и это приобрести такие специальные обувь. Есть специальная обувь для баскетбола, есть специальная обувь для футбола. Разная обувь бывает. Не могу не затронуть вопрос, который касается непосредственно республики. У нас зимой многие надевают унты. Все-таки унты там все плоское, и подошва, и внутренности, никаких ортопедических стелек. Вот насколько данная обувь полезна для суставов? Или же все-таки надо как-то адаптировать унты под то, что потом проблем нет? Как? Вообще для стопы, для человеческой стопы, да, высокие каблуки, они противопоказаны. Женщины часто вот они любят высокие. Считай, они ходят на головках плюсневых костей. И потом начинается жалоба, что там у них распластанность стоп, там все вот эти проблемы, да? Вот. А, конечно, вот это самое, наша обувь, унты зимние, они плоские, но не сильно такие, у них тоже каблуки есть. Сантиметр где-то обязательно должен быть каблуки. У них там тоже стельки делают специально, у них, как его, бывает же вот эти, сапожники одевают, ну, натягивают, как колодки, да, колодки специальные же для них. Там тоже предусмотрены вот эти, форма стопы. И если необходимо, то пациенты, которые страдают патологией стоп, могут одеть туда, вставляют
супинаторы и спокойно ходят. И я что-то не слышал, что кто-то мне жаловался, что вот зимой одеваю, и у меня начинается проблема. Наоборот, многие говорят, вот унты одену, нога отдохнет. Мгм. В общем, все надеваем унты. Зимой. И зимой, и одеваю. летом. Вот вопрос от зрителя. У меня большой вес и идет серьезная нагрузка на суставы. Сейчас похудеть нет возможности, прохожу гормональное лечение. Как мне сохранить здоровье ног? Может быть, носить какие-нибудь бандажи? Да, вопрос интересный, конечно. Вообще по литературе, если там анализировать, читать, смотреть, одним из основных факторов риска артрозов является повышенная масса тела. Если пациент набирает массу тела, значит перегружает свои суставы. В данном случае, скажем, отдельно коленные суставы. Коленные суставы, они не выдерживают они эту нагрузку. Ну, первое время потихонечку они как-то без сигнала для человека, страдая, они ходят, но потихонечку происходит разрушение хряща этого сустава и в последующем артроз. Вот. В данном случае вот, например, пациент жалуется на то, что он набирает вес, что у него там гормональные препараты принимает. Ну, почему-то вот очень много пациентов говорят, что вот гормоны принимаю, вес у меня увеличивается. Но эндокринологи-то должны тоже как-то им режим дня, режим питания, все такое, двигательный режим расписать. Ну, ко мне, если приходят на прием, я тоже с ними беседую. Упражнения специальные есть. Двигать надо суставы, двигать надо, мышцы должны работать. Вот, например, возьмите у Бубновского, скажем так, да? Сергей Михайлович Бубновский, в интернет заходите, Бубновский, и, пожалуйста, при артрозах он рекомендует упражнения такие, что независимо, масса большая, масса маленькая человека, в основном его интересует мышечная часть конечности. Мышцы передней части ноги, например, четырехглавая мышца, и происходит фиксация этого сустава и профилактика этих или лечение артрозов. Движение, в основном движение в суставах. Сустав, он сделан для того, создан для того, чтобы двигаться, а кость создан для нагрузки. Вот нагрузка и движение – это профилактика всех артрозов. А если человек говорит, вот у меня гормоны, вот у меня масса тела, и сидячий образ жизни, неактивный образ жизни, без движения, тут, конечно, начнут боли вот эти суставные, артрозы прогрессировать начнут. Надо как-то заниматься, надо читать, идти в лечебную физкультуру, обратиться к ортопедам, скажем, травматологам. Они посоветуют. Мгм. Ну вот вы как раз затронули тему артрозов. Да? Давайте дадим пояснение, что это такое, что это за диагноз, можно ли с ним жить или необходимо все-таки оперативное вмешательство. Ну, артрозы вообще это понятие такое, нарушение суставного хряща и разрушение костной ткани. Появление краевых оссификатов – это уже вторая стадия артроза. Первая стадия, она бывает так, что на рентгене иногда его не видно, но видно, что там сужение суставной щели. Это говорит о том, что тут хрящи уже разрушаются. А боковые вот эти разрастания сустава уже второй, третьей, четвертой стадии – это чисто компенсаторная функция сустава. Для того, чтобы человеку как-то уменьшить боли, организм начинает распластывать вот эти вот, повышать площадь соприкосновения, площадь давления на сустав. Этим самым вот разрастаясь по краям, да, хрящи разрушаются, кость об кость трется, это уже третья стадия, четвертая. Тут уже
другого лечения нет, как замена вот этого сустава на искусственный эндопротез. Вот. Вот. Поэтому Мгм. Ну, вот как раз про эндопротезирование, наверное, это та основная функция, с которой в первую очередь к вам обращаются в отделение. Вот кому в первую очередь и с какой именно патологией какого сустава обращаются на его замену? Это первое. И второе, какой порядок госпитализации в стационар, потому что очень много толкований, вот говорят, там где-то очереди очень большие, где-то кто-то торопится в обход. А как действовать правильно? да, значит, таким образом. Артрозы, лечение артрозов начальной стадии в основном у нас проводят терапевты в поликлиниках. Вторая стадия, первая, вторая стадия, терапевты лечат, скажем так, да. Ну и подходят к нам, мы не отказываем, ортопеды, травматологи, мы тоже проконсультируем. Терапевт направляет к нам, мы консультации проводим, режим вот этот расписываем, лечение, если необходимо, какое-то консервативное. Иногда бывает так, что курс блокад проводить надо, сустав, гиалуроновые, там противовоспалительные, это тоже снимает на некоторое время. Скажем, год-два пациенты не беспокоят, но они этим успокаиваться не должны, они должны заниматься сами. Вот тогда вот эта ремиссия будет длительная. Если человек просто говорит, что вот мне укол поставили, мне легче стало, там через год опять началось, опять прибежал, опять ему поставили, опять он сидит, тут уже полгода ему, а потом уже 3 недели, если он не занимается, да, своим организмом, своими мышцами, со всеми, это просто снимается вот этот вот воспалительный процесс для того, чтобы дать шанс пациенту без боли дальше заниматься и работать насчет вот этого самого здоровья сустава. А если уже третья стадия, уже тут появляются контрактуры, уже деформации сустава, тут уже надо делать эндопротез. При таких состояниях доктор, значит, в поликлинике, ортопед-травматолог на консультации дает заключение, что пациенту показано эндопротезирование сустава или обеих суставов, и направляет его в его поликлинику. Ортопед-травматолог не может он сам оформить, консультант в данном случае, да? А в поликлинику в основном оформляют терапевты, ревматологи, хирурги, документы для единого центра сопровождения поддержки пациентов, куда все вот эти вот документы, выписка с истории болезни, заявление пациента на имя министра, информированное согласие, копии документов, вот эти рентгенограммы попадают в единый центр, и там врачебная комиссия дает резолюцию, что тут необходимо эндопротезирование. И в зависимости, куда написал пациент заявление, некоторые пишут, прошу меня направить в Москву. Вот Центральный институт травматологии и ортопедии имени Переворова, документы туда уходят, и оттуда в свое время приходит вызов. Пациента Минздрав отправляет туда. А если к нам здесь, в республиканскую больницу, пациент пишет, хочу в республиканской больнице, очередь, там сейчас говорят, очередь 2-3 года, но по мере как подходит очередь, пациент приходит к нам в республиканскую больницу, уже подготовленный, с Минздрава вот с этого единого центра ему отправляет вызов с перечнем всего обследования, и он после прохождения всего обследования подходит в республиканскую больницу номер 2 на первый этаж. Там есть у нас амбулаторная служба, где его заново смотрят специалисты, анестезиолог, реаниматолог. И если соответствует здоровью, там, если медотвода нету, если сердечно-сосудистые, там, анализы, все нормально, госпитализируют к нам в ортопедическое отделение, а мы его уже оперируем. Сколько процесс длится самой операции и потом реабилитации последующей? Сколько находится в отделении? Сама операция, это считается как такая операция, ну, шаблонная, скажем так. Да? Одинаково инструменты есть, все это
вырезается все, устанавливается. В общем, эндопротез устанавливается от 1,5 до 3 часов, в зависимости от патологии, от тяжести патологии. Но в основном стараемся мы побыстрее, где-то до 1,5 часов все это эндопротезирование завершить. После этого пациент сутки находится в горизонтальном положении, в зависимости от того, ввиду того, что ему там уже спинальная анестезия и все такое проводится. Сутки лежит, через сутки мы его поднимаем, сажаем, на следующий день поднимаем, даем в руки костыли и уже начинаем обучать ходить. Они начинают ходить с опорой на на костыли. Через 5-6 дней переводятся в реабилитационное отделение при республиканской больнице. Там им проводят физиолечение, там их уже обучают тоже ходьбе, там массажи, там реабилитация. И через 12 дней они уже выписываются домой. После истечения 1 месяца, 3 месяцев и 6 месяцев пациенты нам отправляют рентгенограмму или, если возможно, сами подъезжают, и мы их осматриваем в дальнейшем. Если нет патологии, то хорошо, если что-то начинается, чтобы в ранних этапах все это уловить. Поэтому мы пациентам рекомендуем в эти даты через месяц, полгода, год делать рентгенограммы и смотреть. Можно ли с теми протезами, которые устанавливаются у вас, делать такие исследования, как МРТ? Или противопоказано? Да, этот вопрос очень часто спрашивают, и к нам приходят специально эти пациенты для того, чтобы пройти МРТ, внутренние органы тоже надо обследовать. Угу. И мы запросили у фирмы-изготовителя в свое время, Биомед, Англия, представители в Москве, они нам отправили специальную бумагу, где написано МРТ после эндопротезирования фирмы Биомед можно делать МРТ, но только там до 3 Тесла должна быть там нагрузка. Более нет. Ну и все. В эти 3 Тесла спокойно можно внутренние органы смотреть. Сейчас в основном эти МРТ-центры, 1,5 которые Тесла, да. проводят, то они до 3 Тесла спокойно они могут их провести, даже их пациентов не отправляют в последнее время. Первое время отправляли, принесите бумагу. Мгм. А сейчас нет, сейчас делают. Чаще всего какие суставы на замену обращаются? Тазобедренные? Не понял. Ну, Какие чаще всего патология чаще какого всего, нет, сустава? чаще всего у нас коленные суставы. Колен. Коленные суставы, в основном это возраст 50 плюс, даже 60 плюс. Вот, в основном эти пациенты. Тазобедренные суставы в основном молодые. Это скорее там асептические некрозы головки бедренной кости. 30-40 лет пациентов. Вот. Ну и бывает посттравматические, после переломов у стариков, это 70 плюс, 65 плюс, им ставится эндопротез тазобедренного сустава. Но в основном сейчас, если посмотреть по очереди в едином центре, то тазобедренные суставы, они в течение года уже приходят к нам. После подачи заявления в течение года приходят, мы их оперируем. А коленные суставы, они исчезают 2 года, 3 года. Хотя мы коленных суставов больше оперируем, чем тазобедренные суставы. Мгм. Ну и в завершении, наверное, беседы вопрос такой, касающийся всех. Сейчас модно покупать ортопедические матрасы, подушки для хорошего сна. Вот как вы считаете, это объективная мера или же это больше какой-то маркетинговый ход? Нет, ну видите как, раньше же, скажем так, были кровати обычные, пружинищие, там, потом пошли вот эти ортопедические эти матрасы специальные. Ну, конечно, для человека
с ортопедическим матрасом спать, отдыхать, конечно, лучше. Ортопедические матрасы, они приспособлены для того, чтобы они приобретают форму тела человека. У них специальные вот эти вот материя такая, есть специальные там пружины, которые работают на давление и по весу человека. Да? Если на спину человек лег, у них другая форма приобретает. На бочок человек повернулся, тоже другая. Также есть и ортопедические вот подушки. Они по высоте разные бывают. Бывает, вот, если человек постоянно привык на боку спать, у него более такая высокая подушка. А если он любит спать на спине, это у него Пониже. пониже. И издревле, видите, как даже вот эти вот, скажем, китайские, японские, древние вот эти по истории, если посмотреть, то они в основном то просто иногда бывает так, что в Японии плотные деревянные, скажем, эти под шею подкладывают и спокойно спят. Спасибо большое, Анатолий Николаевич, что подошли к нам в студию, поделились своим опытом работы, рассказали о тех мерах профилактики, которые необходимо проводить для того, чтобы не запустить заболевания, и о том, как попасть в травматолого-ортопедическое отделение Республиканской больницы номер 2. У нас сегодня в гостях был заведующий отделением травматолого-ортопедическим Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Анатолий Николаевич Комиссаров. И мы говорили о работе в таком направлении, как ортопедия. Нас можно увидеть на каналах в интернете и смотреть нас в 19 часов 15 минут на канале Якутия-24. Берегите свое здоровье, не забывайте про профилактику и своевременное обращение к специалистам. На этом выпуск программы «Якутия Лайф. Мой доктор» подошел к концу. Смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем, чем живет здравоохранение Республики Саха-Якутия. Всего вам доброго и, конечно же, здоровья.